Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начнем с вами на 4 минуты раньше, на 3 минуты раньше. И сегодня мы с вами проводим коворкинг, профессиональные инструменты и техники тьюторского сопровождения школ участников проекта «Эффективная школа». С нами сегодня работают несколько спикеров, которые будут представлять самый разный опыт. И это опыт, конечно же, участия школ-лидеров в предыдущем году, в данном случае по реализации мероприятий проекта. Ну и с нами сегодня работает, следующий слайд, пожалуйста, Мария Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе Республиканского института развития образования, кандидат педагогических наук, доцент. С нами сегодня будет на связи Радик Хамитович Туренбеков из Воркуты, заместитель директора 40-й школы с углубленным изучением данного города, и Иван Николаевич Бабков, заместитель директора по научно-методической работе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов номер 35 города Сыктывкар. Я в самом начале нашей встречи хочу попросить вас, уважаемые участники, если возникают в ходе нашей встречи вопросы, фиксировать их во вкладке «Вопросы». Также вы можете отражать их в чате, но лучше, конечно же, именно в той вкладке, поскольку мы адресно можем просмотреть в данном случае то, что вас интересует. В связи с тем, что мы несколько позже начали и в связи с достаточно жестким регламентом, возможно, мы с вами не успеем ответить на данные вопросы, поэтому, если они появятся, то смотрите в комментариях, в чате, мы постараемся на них обязательно ответить. Я желаю всем удачного дня и предлагаю сначала выступить и представить основные идеи относительно использования профессиональных инструментов взаимодействия школ-лидера и школ-участников данного проекта Марины Анатольевны Габовой. Добрый день, коллеги. Мы рады приветствовать нас на нашей информационной сессии. И сегодня мы представим вам те полезные инструменты и техники тьюторского сопровождения школ-участников проекта, которые могут использовать школы-лидеры. И школы-лидеры прошлых лет поделятся с нами своим опытом. Итак, сетевое взаимодействие участников проекта – это один из важнейших инструментов, который позволяет нам эффективно выстраивать наши действия по повышению качества образования в школах-участниках проекта. На данном слайде представлена схема нашего взаимодействия. Институт развития образования выступает как региональный координатор, который реализует республиканскую программу перевода школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, эффективный режим функционирования, и также осуществляет консалтинговое сопровождение участников проекта. В каждом муниципалитете у нас уже сформированы муниципальные сетевые сообщества. Можно сказать, что в 2017 году у нас были межмуниципальные сетевые сообщества, в которых участвовали 5 муниципалитетов, 5 школ-лидеров, 14 школ-участников проекта. В 2017 году у нас уже все 20 муниципалитетов участвовали, но сообщества были межмуниципальные, 29 школ-участников работали с 8 школами-лидерами. И в прошлом году у нас были уже муниципальные сетевые сообщества, в каждом муниципалитете была школа-лидер, и к ним присоединялись 54 школы-участника проекта. В этом году у нас тоже сообщество муниципальное. В каждом муниципалитете участниками проекта выступают управление образования и школы, да, непосредственно школа-лидер и школы-участники проекта. Сетевое взаимодействие, которое мы организуем между школами-лидерами и школами-участниками проекта, позволяет распределять ресурсы при общей задаче деятельности, позволяет опираться на инициативу каждого конкретного участника проекта, осуществлять прямой контакт участников друг с другом, непосредственно во взаимодействии, либо с помощью той платформы «Мобильный методист», которую мы предоставляем вам для устраивания вот такого взаимодействия опосредованного. А также сетевое взаимодействие позволяет нам выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели. Внешняя цель у нас с вами общая – это повышение качества образования в наших школах. И также сетевое взаимодействие позволяет использовать общие ресурсы сети для нужд каждого конкретного участника. Критериями и показателями эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций являются критерии кадровые, организационно-финансовые, материально-технические, информационные, содержательные, результативные и средовые. Для того, чтобы вы могли эффективно выстроить взаимодействие и нормативно его закрепить,
Мы разработали проект партнерского соглашения, который представлен на платформе «Мобильный методист». Здесь представлен фрагмент этого партнерского соглашения. Да? То есть каждая муниципальная команда заключает соглашение между школой-лидером и школой-участником проекта. Да? То есть внутри муниципальной команды у вас будет несколько таких партнерских соглашений. Это очень важное условие для того, чтобы вы могли принять участие в грантовом конкурсе, о котором вчера мы уже немножечко говорили, и более подробно будем о нем рассказывать в последний день нашего семинара. Ну, поскольку мы предполагаем, что сегодня на нашу информационную сессию собрались школы-лидеры, то следующий слайд представляет нам алгоритмы деятельности для школ-лидеров. А первым шагом школа-лидер изучает результаты мониторинга условий работы школы с низкими образовательными результатами, то есть школы участника проекта. Далее определяются сильные и слабые стороны школ совместного взаимодействия между школой участником и школой-лидером. Это могут быть, например, низкие предметные результаты учащихся, это могут быть профессиональные дефициты педагога, да, то есть вы сами определяете то, что будет являться основой для того, чтобы улучшать образовательные результаты. Выделяете приоритетные направления изменений, их много быть не должно, 2-4 направления, могут быть предметные результаты, могут быть оценивание, учет результатов, либо это может быть партнерство с родителями, то есть в зависимости от того, какие слабые стороны вы выделили. Далее вы формулируете цель программы тьюторского сопровождения, задачи, как конкретизацию целей и действий по их достижению, определяете критерии успеха, то есть как у вас будут описаны результаты качественно и количественно, составляете детализированный план реализации приоритетов с учетом ресурсов своей школы, школы-лидера и оформляете программу тьюторского сопровождения школ-участников проекта. То есть получается, что в каждой муниципальной команде школа-лидер работает по тьюторскому сопровождению школ-участников проекта и оформляет свои действия в виде вот такой программы тьюторского сопровождения. Мы разработали типовую программу тьюторского сопровождения, которая также находится на платформе «Мобильный методист». Вы можете взять ее за основу, и она была создана уже с учетом тех практик тьюторского сопровождения, которые были наработаны школами-лидерами нашей республики в предыдущие годы. Вот такой общий алгоритм нашей с вами совместной деятельности. Консалтинговая группа института, конечно же, во всем будет вам помогать. Мы будем проводить еще информационные наши мероприятия методического характера. И сейчас мы бы хотели уже предоставить слово, наверное, да, нашим школам-лидерам, которые своим опытом с нами поделятся. И мы хотели бы предоставить сейчас такую возможность Радику Хамитовичу Туринбекову для того, чтобы представить опыт непосредственно школы Воркуты. Пока Радик Хамитович в данном случае подключается, большое спасибо Ольге Владимировне Фролова за вопрос. В данном случае сроки партнерского соглашения. Мы, когда говорили в данном случае на вебинаре по разработке программы, фактически мы говорили о том, что школа-лидер и школа-участник самостоятельны в определении данных сроков. Поскольку данный проект реализуется в течение календарного года, то вы вольны, в принципе, его непосредственно согласовать именно на календарный год. Но по опыту школ, и я думаю, что Радик Хамитович как раз подтвердит, наверное, такого времени, конечно же, не хватает. И чаще всего школы-лидеры, конечно же, заключают данные партнерские соглашения на более длительный срок. Поэтому, Ольга Владимировна, если у вас будут еще вопросы, вы можете задать нашим спикерам. Радик Хамитович, добрый день, мы вас приветствуем, очень рады вас видеть и предоставляем вам слово. Пожалуйста. Добрый день. Я надеюсь, меня слышно? Итак, уважаемые участники международного методического семинара, наша команда города Воркуты, а это замечательные коллективы школ номер 43, школы номер 14 и школы номер 39 имени Георгия Александровича Чернова. Именно эти школы в рамках проекта
и в рамках участия эффективности в этом учебном году неоднократно подтверждали и демонстрировали свой положительный опыт, участвуя в различных конкурсах различного уровня, как муниципальных, республиканских и на уровне федерации. Ну, готовясь к сегодняшнему семинару, наши главные кураторы, операторы предложили нам поделиться именно с новичками проекта значимостью выстраивания партнерских отношений, да, и рассказать о плюсах участия в проекте, конкретно в грантовом конкурсе. Ну, прежде всего, обозначу, что наша модель профессиональной коммуникации «Школа-лидер», «Школа-участник» была выстроена в горизонтальной системе сетевого взаимодействия и в качестве адресной консультационной помощи руководящим педагогическим работникам школ-участников, их тьюторского сопровождения для выравнивания возможностям по достижению современного качества образования. Значимость данной модели в том, что модель представляет собой свободно связанную, гибкую и горизонтально организованную сеть принципиально равноправных и разных по выполняемым ролям и функциям независимых партнеров. При этом вертикаль использованных механизмов сетевого взаимодействия были выстроены прежде всего с операторами. Это КОМИ, Республиканским институтом развития образования, с нашим управлением образования города, ну и, конечно же, прежде всего с нашим Воркутинским домом учителя. Таким образом была выстроена наша совместная работа по реализации единой линии эффективности. А вот задачи республиканского проекта уже определили направление, в котором мы обозначили вектор развития эффективной школы. И, как показал двухлетний опыт участия, в командах каждая школа, она уникальна, и каждая школа может быть эффективной в своих собственных условиях. Безусловно, современные условия представляют особые требования к эффективным школам. Образование становится глобальным институтом, где сочетается огромное количество интересов, программ, технологий. И для того, чтобы справиться со всем этим, недостаточно быть обычным учителем. И вот как раз в этом и отводится роль команды. Решаются вопросы и профессиональной квалификации, кадровой подготовки. И все это, как выяснилось, технологично и решаемо, особенно в командах. Ну и главная роль школ-лидеров – это школы-лидеры должны быть готовы решать эти проблемы и развивать межшкольное сотрудничество, сетевое взаимодействие принимать как педагогический опыт и делиться им. Умение трудиться в одной команде, конечно же. И если говорить о плюсах участия в проекте, да, а вот конкретно в грантовом конкурсе, мы образовательные организации, которые участвуем во множестве конкурсах, да, и в принципе это явление распространенное, где образовательные организации принимают участие в различных конкурсах. Но ведь можно создать свой проект и попытаться получить на него грант. У каждого руководителя школы есть своя идея, разработка которой он хотел бы, конечно же, реализовать. Не всегда на это есть средства. Ну, есть некоторые выходы, да, различные выходы. Можно попросить, да, а можно и принять участие в грантовом конкурсе, да, написать проект. И здесь уже задача самой команды. И что самое главное в реализации проекта, это уже не медлить ни минуты. Готовиться к гранту уже можно, конечно же, заранее и не в последний момент, чтобы потом просто оформить ваши материалы в заявку под требования конкурса. Команда должна находиться уже на старте до получения гранта, а в случае успеха оправдать ожидаемые результаты грантодателей.
Командная работа позволяет минимизировать время принятия управленческого решения, и, ну и одновременно решает перейти от признаков эффективной школы к стратегии решения и одновременно перейти к эффективной школе. Это еще одни плюсы, да, которые вы можете увидеть на экране. Возникновение интереса к командному подходу должно быть связано с стремлением к организации эффективной качественной деятельности. И только совместный труд участников всех, да, в роли команд, начиная от педагогического коллектива во главе с руководителем до муниципальных органов управления, позволит поспособствовать реализации модели профессиональной коммуникации и развитию проекта «Эффективная школа». Спасибо за внимание. Готов буду ответить на ваши вопросы. Спасибо, Радик Хамитович. Если, уважаемые коллеги, есть вопросы, я еще раз напоминаю, что можно непосредственно отобразить их в закладке «Вопросы», либо отметить непосредственно в чате. Ну, хочу поблагодарить Радика Хамитовича за то, что он акцентировал внимание на командной работе и на тех эффектах, которые мы можем достичь, объединившись непосредственно в некое единое целое, которое позволит в данном случае решить очень многие проблемы. И самое главное, это, конечно же, поддержать ту образовательную организацию, которая, возможно, испытывает определенного рода трудности, и непосредственно и профессиональный опыт, и ресурсы, и так далее, позволит непосредственно решить ряд проблем и так далее. У нас по-разному складывались, Радик Хамитович, не лично я имею в виду, связи между школами-лидерами и школами-участниками по проекту предыдущего года. Вот есть ли какие-то непосредственно, может быть, ну, так скажем, готовые рецепты, условно говоря, да, организации данного взаимодействия? То есть, например, если школа не обращается, значит, нет какой-то потребности, но на самом деле это не всегда так. Как вы решали этот вопрос? То есть вы, наверное, сразу объединили их в команду, то есть с чего начался процесс взаимодействия? Ну, прежде всего, наш процесс начался с того, что мы провели мониторинг, да, такой анализ проблем. И обозначили, вы знаете, это ведь не только уровень, да, на выходе наших выпускников, да, а вот именно и создание, да, равных возможностей для всех учащихся. Это прежде всего и, ну, грубо говоря, вот та атмосфера, да, в которой мы с вами находимся, да, и те образовательные организации, в которых они находятся, да, вот как я обозначил, да, вот каждая образовательная организация, она уникальна по-своему, и в каждой образовательной организации есть свои плюсы, и мы обозначили прежде всего минусы, да, и при этом обозначили, конечно же, плюсы, и в выстраивании взаимоотношений мы делились своими плюсами, и при этом пытались избавиться от проблем. Вот, именно вот в таком ракурсе были написаны и наши проекты, наши программы по выстраиванию эффективности. И делились также опытом, я уже говорил, да, неоднократно о том, что, ну, почему неоднократно, вот когда у нас были отчетные, да, такие мероприятия по реализации данного проекта, где наши школы, участники, да, демонстрировали свои лучшие достижения. К примеру, это организация в каникулярное время, профилизация, да, где были у нас задействованы 39-я школа, и 14-я школа, и 43-я. Большие проблемы, конечно же, в отдаленности. Это наши 43-й школы, которая является поселком малокомплектной школы, которая взаимодействует
в сетевом ракурсе, да, вот мы все перешли на дистанционное образование, а на самом деле 43-я школа имеет огромнейший опыт именно в развитии дистанционных технологий, потому что они их применяли уже до пандемии, скажем так. Вот, и в этом тоже они могли с нами поделиться. Спасибо. Спасибо большое. Мы благодарим вас, Радий Хамитович. И всего доброго. Спасибо вам. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. Большое спасибо. До свидания. Уважаемые друзья, я продолжаю наш коворкинг и предоставляю слово нашему гостю студии. Это Иван Николаевич Бабков, заместитель директора по научно-методической работе средней общеобразовательной школы номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов города Сыктывкара с представлением опыта как школы-лидера именно по выстраиванию профессиональной коммуникации. Добрый день, Иван Николаевич, я рад вас приветствовать и представляю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я попробую представить опыт реализации тьюторского сопровождения школ с низкими образовательными результатами на примере организации взаимодействия управленческих и педагогических команд школ города Сыктывкара. Для начала, конечно, мы действовали в соответствии с приказом Министерства образования и науки и молодежной политики Республики Коми, на основании которого МАУ-СОШ номер 35 была определена как школа-лидер, и в качестве школ-участника были определены МАУ-СОШ номер 33 и МАУ-СОШ номер 15. Конечно, основная наша цель заключалась именно в разработке и внедрении механизмов тьюторского сопровождения, направленных на решение проблем эффективного функционирования школ с низкими образовательными результатами. В качестве основных этапов тьюторского сопровождения мы определили с коллегами, естественно, первый этап – это подготовительный, где мы, во-первых, определили профессиональные затруднения управленческих команд и педагогических коллективов школ сопровождения. Второе, в этом же этапе, это разработка уже, соответственно, алгоритма на основе тех проблем, которые мы выявили. Дальше мы перешли уже к практическому этапу в октябре 2019 года. И практический этап у нас вот длился до того момента, когда мы вышли все на режим дистанционного вот этого обучения. Ну и сейчас мы вот, в принципе, определенные уже результаты тоже можем сказать тьюторского сопровождения школ участников. Ну, если говорим о первом этапе, конечно, он очень важен с точки зрения того, как уже сегодня было сказано, это заключение партнерских соглашений и проведена оценка качества образовательных результатов, и, значит, качество процесса и качество условий в ходе мониторинга, который был проведен в школах города Сыктывкара. Значит, следующий шаг – это разработка алгоритма сопровождения школ. Здесь мы уже совместно с коллегами разработали алгоритм на основе имеющихся профессиональных затруднений. Этот алгоритм будет, значит, отражаться в результатах. Дальше мы уже конкретно увидим еще и мероприятия. Значит, ну, понятно, что разработка алгоритма сопровождения школ, она выявила определенные проблемы, и самое главное, что эти проблемы в дальнейшем переросли в наши совместные задачи, которые мы решали уже на протяжении проекта. То есть это вы видите проблемы и слабый уровень управленческих решений в области повышения качества образования и исполнения решений. Это недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических управленческих кадров с точки зрения тех подходов, которые у нас сегодня в федеральных государственных образовательных стандартах. И в конечном итоге это привело именно к тем направлениям, которые у нас в дальнейшем сложились в программе тьюторского сопровождения. Следующая проблема – это неактуальность многих форм системы методической работы в школах, слабая ориентация на решение проблем в области качества образования. Четвертый, достаточно тоже проблемный вопрос, заключается он именно в отсутствии методического сопровождения организации наставничества, хотя сейчас
по этому вопросу работа в школах, она, в принципе, где-то достаточно уже давно ведется, где-то вот она возобновляется. Следующая проблема заключается в преобладающей ориентации практики педагогической деятельности на формирование знаний, умений, навыков, да, а не на формирование тех компетенций и компетентностей учащихся. И еще одна проблема заключается в неэффективном использовании возможностей внеурочной деятельности для личности учащихся. Вот эти все проблемы, которые были отмечены, они в конечном итоге и привели к формированию новых задач, которые стояли перед нами в ходе выполнения проекта. Ну, на первом этапе, значит, в результате взаимодействия школ участников города Сыктывкара в проекте «Эффективная школа» мы, естественно, в первую очередь понимали, что основа повышения качества образования заключается именно в функционировании внутренней системы оценки качества образования и насколько она соответствует имеющимся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. И на основании именно комплексного проблемного анализа ВСОКа мы перешли уже к разработке алгоритма тьюторского сопровождения. Ну вот ключевой, наверное, этап, который у нас называется практический этап, то есть здесь какие уже мероприятия были проведены в рамках тьюторского сопровождения. В соответствии с первой задачей разработки и принятия управленческих решений был проведен межсетевой методический семинар функционирования внутренней системы оценки качества образования как необходимое условие повышения качества образования в школе. Дальше в августе-сентябре была апробация новой модели управления ВСОКа в школах участников, да, школа номер 33 и школе 15, на основе той модели, которая вот сложилась в школе номер 35. В рамках первой задачи также были проведены мероприятия, которые связаны и с консультациями по вопросу совершенствования программно-методических условий в школе. Также в августе, в сентябре начала реализация основных образовательных программ на каждом уровне образования в новых редакциях. Ну и, кроме того, вот уже это, что касается основного первого направления, разработки и принятия управленческих решений. Что касается следующих направлений, то здесь это направление тоже является ключевым. Обеспечение повышения уровня профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров. Здесь начались мероприятия в начале учебного года. Началось все с методического совета «Компетентный ученик, компетентный учитель». В сентябре были проведены заседания школьных методических объединений с целью анализа и обсуждения проектов профессиональных стандартов. Также с точки зрения анализа структуры и содержания диагностических работ, которые обеспечивают оценку компетенции учителей, такие заседания ШМО были проведены. Третья задача, она касается уже развития профессиональной компетентности педагога через совершенствование методической среды. В рамках этого направления в октябре педагоги школ города Сыктывкара прошли обучение по теме «Универсальные учебные материалы» как средство достижения образовательных результатов. С сентября по декабрь проводились консультации педагогов по вопросу эффективных приемов работы с учащимися по повышению уровня образовательных результатов. Ну и в декабре вот были проведены итоговые заседания школьных методических объединений по вопросу эффективных приемов работы с учащимися по повышению уровня образовательных результатов. Дальше в рамках этого направления мероприятия продолжились. В марте 2020 года уже в рамках участия в муниципальных авторских вебинарах педагоги школы 35 представили лучшие практики по вопросам повышения образовательных результатов учащихся в условиях организации дистанционного уже обучения. Ну и в связи с известными событиями мероприятия, которые были у нас запланированы вот на 17 марта, открытый урок для школ, для педагогов школ города Сыктывкара, в том числе для школ номер 15 и школ номер 33. Урок
по математике. Также у нас были запланирован урок уже 14 апреля для учителей начальных классов города Сыктывкара. Ну и вот в марте также был запланирован семинар-практикум для учителей математики, использования цифровых инструментов для организации контрольно-оценочной деятельности учителя. И несмотря на те изменения, которые произошли у нас в работе, тем не менее мы силами педагогов смогли представить опыт, который накоплен педагогами школ номер 35 для школ города Сыктывкара, в том числе для школ номер 15 и 33. В данном случае, значит, учителя школы представили свой опыт в форме авторских вебинаров по следующим основным вопросам. Один из вопросов – это использование образовательной платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения учащихся по математике. На сегодняшний день школа номер 35 входит ежемесячно в топ-3 или в топ-5 лучших активных школ по использованию этой платформы. Дальше был представлен опыт по вопросу уже использования платформы онлайн-тест-пад для разработки дистанционных занятий и тестовых занятий опросов по математике. Кроме этого, значит, кроме учителей математики активно работают в цифровых образовательных, с помощью цифровых образовательных ресурсов учителя начальных классов. И вот учителями начальных классов также был представлен опыт использования образовательной платформы Учи.ру для организации дистанционного обучения. И этот опыт позволил учителям и в апреле, и в мае достаточно эффективно взаимодействовать с детьми в рамках урочной деятельности. Вот. Ну и также еще один опыт был представлен учителем математики, использование образовательной платформы Учи.ру уже с точки зрения проведения и организации внеурочной деятельности учащихся, с точки зрения участия ребят в олимпиадах, которые предлагает эта платформа. Что касается четвертого направления, которое у нас было в программе тьюторского сопровождения, оно связано с обеспечением профессионального развития молодых педагогов через систему методического сопровождения. Здесь тоже отмечены основные мероприятия, причем эти мероприятия, они продолжались в течение всего учебного года. Это адаптация и молодых педагогов через систему наставничества. Это и адаптация молодых классных руководителей через школу молодого классного руководителя, ну и те семинары тематические, которые тоже были для молодых педагогов. Что касается пятого направления, повышения уровня предметных, метапредметных, личностных результатов учащихся через развитие учебной мотивации, мы тоже изначально это направление запланировали, поскольку здесь мы должны понимать, а вот те методические мероприятия, которые мы проводим совместно с коллегами, как они влияют позитивно именно на рост образовательных результатов учащихся. И в конечном итоге были запланированы мероприятия сетевого характера между школами-участниками, школы-лидера. Это вы видите участие в конкурсных мероприятиях школы номер 35 в рамках предметных декад. Это совместное участие учащихся и педагогов в международной акции «Большой этнографический диктант». Кроме этого, это муниципальная командная инженерная олимпиада по конструированию, которая была проведена впервые в этом учебном году. И наша школа дальше будет проводить эту инженерную олимпиаду. Мы тоже о результатах этой олимпиады чуть позже скажем, насколько она была интересна учащимся школ города Сыктывкара. Ну и одно из заключительных мероприятий, которое тоже было направлено на повышение предметных, метапредметных и личностных результатов, это муниципальный конкурс «Дорога на Берлин», который был проведен силами учителей истории и обществознания школ города Сыктывкара, в том числе и учителей школ номер 35.
Ну, что касается основных результатов участия детей в этих конкурсных мероприятиях, то мы можем сказать следующее. Во-первых, что же такое муниципальная командная инженерная олимпиада по конструированию? Значит, ну, суть этого проекта заключается в том, что в ходе олимпиады участникам предлагалось за отведенное время решить инженерно-конструкторскую задачу создания подъемного механизма из представленного набора материалов, соответствующих всем предъявленным требованиям. В этой олимпиаде принимало участие 12 команд школ города, из них 48 учащихся, это у нас в основном 7 и 10 классы. Олимпиада показала очень большой интерес среди учащихся, и однозначно это мероприятие будет проводиться и дальше, ну, как минимум на муниципальном уровне, поскольку наша школа имеет большой опыт и достаточно высокие результаты в области робототехники и конструирования. Ну, еще одно мероприятие, которое было проведено недавно, и уже подведены итоги тоже по этому мероприятию, муниципальный конкурс «Дорога на Берлин», который охватывал тоже все школы города Сыктывкара, в том числе школа-участник, школа номер 15 и школа номер 33. Здесь мы видим, школ гораздо больше приняло участие, чем в первом мероприятии, 19 школ, 75 учащихся, и здесь в основном аудитория была 5-11 классы. Что касается, ну вот еще вы видите фотоматериалы мероприятий, которые были проведены совместно со школами, которые участвовали в этом проекте. Ну и что касается основных результатов реализации программы перевода школ в эффективный режим функционирования, то вы видите, что здесь мы можем условно их разделить на качественные результаты и количественные. Что касается качественных результатов, конечно, те мероприятия, которые были проведены, и то взаимодействие, которое было со школами, конечно, оно, во-первых, создало условия и вообще способствовало развитию управленческих компетенций административных команд. Второе – это повышение уровня оценочно-аналитической деятельности коллективов школ. Это оформление методических материалов по решению проблем образовательного процесса. Это активизация деятельности методических объединений. Это повышение эффективности использования возможностей внеурочной деятельности для развития личности учащихся. Кроме этого, кроме качественных результатов, мы можем отдельно выделить и количественные результаты, поскольку этот показатель тоже очень важен. Это и разработка и функционирование новой модели управления в СОКа, помощь в разработке основных образовательных программ на каждом уровне, это проведение методических семинаров, методического совета, проведение заседаний ШМО, прохождение обучения на муниципальном уровне учителями школ, сопровождение, разработка контрольно-измерительных материалов и универсальных учебных материалов учителями-предметниками, проведение 4 авторских вебинаров. В сегодняшних условиях это очень актуальная форма взаимодействия педагогов, ну и участие учащихся в совместных мероприятиях неурочной деятельности. Это что касается основных количественных результатов, ну и реализация проектов, в котором принимала участие наша школа, школа номер 35 как школа-лидер, а также школа-участники, это школа номер 33 и школа номер 15, они выявили определенные, конечно, проблемные вопросы. Конечно, здесь мы можем условно все эти вопросы отнести и к внешней среде, и к внутренней среде. С точки зрения внешней среды это мы видим и недостаточный опыт по реализации совместных образовательных проектов. Это и нахождение школы-лидера и школы-участников на длительном расстоянии друг от друга, и высокая нагрузка учителей по основным предметам, которая приводит к ограниченности временного ресурса по организации, например, индивидуальной работы с учащимися в рамках неурочной деятельности, ограниченность участия совета учащихся и совета родителей в процессах управления образовательной организацией. Ну и с точки зрения качества образовательного процесса, здесь мы тоже можем выделить определенные проблемные вопросы. Это и концентрация педагогов на преподаваемом предмете, а не на развитии организации в целом или на
развития, например, междисциплинарных или метапредметных результатов. Ну и небольшая доля педагогов, активно участвующих в работе инициативных творческих групп по проблематике реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Это что касается у нас основных проблемных вопросов, которые были выделены, значит, школа лидера и школа участниками в рамках проекта «Эффективная школа». Поэтому определенные выводы можно сделать уже сейчас, и, в принципе, результаты, они тоже представлены. Если есть вопросы, готов ответить на вопросы. Давайте мы посмотрим вкладку «Вопросы». Марина Анатольевна уже на один из них ответила. Мы благодарим ее за это. Ага. Да, это переписка, понятно. Хочу сразу сказать, что сегодня был представлен опыт тех школ-лидеров, которые в грантовом конкурсе прошлого года стали победителями. Этот опыт интересный, уникальный. Он представлен как раз в тех документах, которые у нас размещены на платформе «Мобильный методист». Ну и, конечно же, в архивных материалах все школы-лидеры этого года могут с ними также непосредственно ознакомиться. Понятно, что главный вопрос, с чего, собственно, начать наше взаимодействие. Формальное взаимодействие между общеобразовательными организациями, участвующими в данном проекте и составляющими школьную команду, выступает непосредственно тот договор, проект которого демонстрировала Марина Анатольевна, и тоже есть в документах, и тоже есть непосредственно в архиве на платформе «Мобильный методист». Но, как говорил и Ради Хамитович, и Иван Николаевич, о том, чтобы его составить, то есть непосредственно конкретизировать предмет данного договора, нам необходимо провести определенный предварительный этап. И этот предварительный этап в настоящий момент заканчивается у нас в августе, в мае. Мы завершаем входной мониторинг, который результаты которого могут стать также основанием для разработки непосредственно программ и тьюторского сопровождения школами-лидерами, и, собственно, программ перевода в эффективный режим функционирования уже школами-участниками данного проекта. Мы неоднократно проводили в прошлом году данные, как подчеркнул Ради Хамитович, отчетные мероприятия и обобщили опыт школ-лидеров по сопровождению, в данном случае, образовательных организаций. Попытаемся в методических рекомендациях, мы сейчас поймем в каких, отразить наиболее успешные практики. Мы благодарим, уважаемые участники, за участие в нашем коворкинге. Мы понимаем, что мы и так уже немножко задержались. Если у вас будут и останутся вопросы, вы можете пока их отметить либо во вкладке «Вопросы», либо в чате. Мы на них обязательно ответим. Я также благодарю наших спикеров за то, что они всегда активно принимают участие в наших мероприятиях и демонстрируют непосредственно свой опыт. Всего доброго, до свидания, берегите себя.